Все, что тебе нужно, это любовь, так пели Битлз. Акция в Ночь музея перенесла сыктывкарцев в 60-е. Это эпоха хиппи, свободной любви и рок-н-ролла. Посетителей ждут мастер-классы, выставки и выступления музыкантов. Работу секций координировали кураторы, следили за работой площадок, таймингами и уровнем удовольствия посетителей. По их словам, такая тема акции призвана помочь отвлечься от современных реалий. Времена нынче очень непростые, действительно, многие из нас находятся в стрессе. Вот мы захотели сделать галерею таким местом, где человек мог бы спокойно отдохнуть, расслабиться, почувствовать себя в безопасности, может что-то узнать полезное для себя. Мы постарались стать таким островком спокойствия и уюта. Программу «Ночи в музее» развернули в самой галерее и в саду скульптуры на улице. Гостей не испугали даже снегопад и резкое похолодание. Уже к открытию вечера здесь выстроились очереди из желающих насладиться искусством. Погода не помешала и проведению уличной инсталляции. Снег только усилил нашу идею, потому что мы говорим о сохранении элементов, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, и снег дополнительно размыл краску и произвел нужный эффект, поэтому спасибо погоде. В залах посетителей ждали многочисленные выставки. Дом которого нет, присутствие, дерево победы, кто ты и другие. Гости рассматривали картины и инсталляции, фотографировали и обсуждали их. Ради искусства в галерею пришли даже выпускники в собственный праздник. Да, у меня сегодня так совпало, что последний звонок и Ночь музеев. И пока все мои знакомые пошли по другим делам, я решил, что лучше просвещаться. Обожаю искусство и все, что с ним связано, поэтому решил этот день закрепить этим мероприятием. Я думаю, оно мне очень сильно запомнится, так как тут невероятное торжество красоты. Музыканты выступали для зрителей как на улице, так и в здании. В саду скульптур создали сцену, с которой на протяжении всего мероприятия звучала живая музыка. В концерте поучаствовали как местные команды, так и группа из Кирова. Играли такие коллективы, как «Яблочный джем», «Своя компания», «Регги Джуби Гуд», «Джеффис Джовс». В то же время на втором этаже галереи гости смогли послушать пение студентов колледжа искусств и других исполнителей. Программа акции «Ночь музеев» рассчитана не только на взрослых, но и на детей. Для маленьких гостей организовали мастер-класс по рисованию, созданию браслетов дружбы и закладок для книг. Также на мероприятии каждый желающий смог сделать себе аквагрим. Знаете, мне больше всего нравятся картины, во-первых, очевидно, и мастер-класс интересные есть. Акция позволила людям попробовать что-то новое для себя. Квизы, пилатес, стояние на гвоздях, арт-терапию, изучение нумерологии или лингвистики. Также желающие посетили практикум начинающего психолога Ирины Тарабукиной. На нем гости и сама спикер ответили на главный вопрос. Что же такое доброта к себе? Это много чего. Много чего про заботу и про искреннее желание себе помогать, становиться лучше для самих себя, не для кого-то другого. Ночь музеев в России впервые провели в 2002 году в Красноярске. С тех пор она стала традиционной для всех городов России. По словам организаторов, в Национальной галерее акция ежегодно собирает несколько тысяч человек. Вот и в этот раз сыктывкарцы не остались в стороне и приняли в ней активное участие. Вероника Мишенева, Дарья Рябова, Карина Костина, Снежана Сосипатова. Учебное телевидение СГУ.